Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля встретился с активом Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». На встрече обсуждены перспективы развития предпринимательства в регионе. Какие актуальные вопросы волнуют сегодня предпринимательское сообщество, нам расскажет Альбина Кычкина, уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Саха-Якутия. Альбина Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как пандемия сказалась на деятельности представителей малого и среднего бизнеса? И как вы оцениваете деятельность профильного министерства по снижению негативных последствий из-за пандемии? Пандемия, конечно, за последние 2 года очень сильно сказалась на предпринимателях. Это в первую очередь связано было с ограничениями, которые действовали на предпринимателей. Это закрытие бизнеса, это снижение спроса, снижение вообще деловой активности. Конечно, от и федеральных властей, и региональных властей зависело очень много. И в первые дни 2020 года были посвящены формированию перечня пострадавших отраслей. Совместно с Министерством предпринимательства у нас в республике был такой перечень разработан, он, между прочим, очень обширный, тогда как федеральный перечень был немного поменьше. Тем не менее, нашим правительством удалось предоставить как налоговые льготы пострадавшим отраслям, так и обеспечить меры поддержки, в том числе и федеральные. Очень была сильная и хорошая поддержка через банковскую структуру. Это кредиты на возобновление деятельности, на заработную плату. Через Министерство предпринимательства нашего региона выданы были субсидии пострадавшим отраслям. Через Федеральную налоговую службу выданы были гранты, субсидии в размере 1 МРОТ на каждого работающего сотрудника из предприятия, которое пострадало. Эта мера поддержки продолжалась еще и в 2021 году. Банковские меры поддержки также продолжались еще и в 2021 году. Расскажите, пожалуйста, а что предлагает сегодня региональное отделение общественной организации «Деловая Россия» по развитию и поддержке предпринимательства в Якутии? Деловая Россия – это одна из ведущих федеральных бизнес-площадок, бизнес-объединений, которая объединяет предпринимателей несырьевого сектора, предпринимателей, которые работают в таких сферах, как торговля, услуги, IT, производство. У нас на самом-то деле таких ведущих предпринимательских сообществ в республике представлено 3. Это «Опора России», Торгово-промышленная палата. Что касается деловой Деловая Россия на сегодняшний день в целом по федерации занята в мониторинге регионального инвестстандарта, который внедряется во многих регионах, в том числе в Якутии с этого года. Также многие годы Деловая Россия помогала по развитию регионов в части повышения инвестиционной привлекательности. Конечно, Деловая Россия занимается также вопросами развития предпринимательства. Так, в период пандемии по предложением Деловой России были приняты существенные меры поддержки, в том числе на уровне Российской Федерации, на уровне нашего региона. И это организации, которые очень активно участвуют во всех площадках по развитию бизнеса. А какие проблемы испытывают предприниматели, работающие в районах Арктики? Как можно им помочь? Ну, в районах Арктики, конечно, предприниматели работают в сложнейших условиях. Это предприниматели, которые постоянно борются с природными явлениями, с нашими географическими явлениями. Это сложнейшие условия по логистике. Мы прекрасно знаем, что в Арктике очень небольшое количество населения, что, конечно, откладывает серьезные трудности в ведении предпринимательства.
Даже внедрение цифровых технологий, которые сейчас происходят по всей Российской Федерации, в нашей, ну не только в нашей Арктике, но в целом в труднодоступных и отдаленных местностях происходит с очень большими сложностями. Так, с прошлого года мы ставили вопрос о проблемах маркировки в труднодоступных поселениях. Руководством региона были написаны письма в правительство Российской Федерации. Мной были подняты вопросы на встрече с Минпромторгом. И хочу сейчас как раз поделиться, что с 1 марта 2022 года при маркировке молочной продукции будет отпуск в труднодоступные и отдаленные местности осуществляться сразу в момент реализации. То есть саму маркировку в арктических регионах предприниматели не будут делать, а им будет уже отписываться маркированная продукция. Это вот такая небольшая победа, но очень много, конечно, проблем у предпринимателей Арктики. Мы будем и дальше работать в этой части, в том числе и по налоговым преференциям, по доступности услуг, развития предпринимательства, государственных услуг, ну и по всем проблемам, которые возникают у предпринимателей Арктики. А какие отрасли сегодня оказались наиболее привлекательными для развития своего бизнеса? Традиционно в регионе предприниматели, конечно, заняты в сферах торговли, услуг. Не секрет, что в последние годы у нас появляются предприниматели, которые активно работают в сфере информационных технологий. В основном это молодежь, что очень хорошо и имеет большой потенциал для нашего региона, я считаю. Появляется очень большое количество ниши в части самозанятости, тем более с прошлого года у нас вводится эксперимент по самозанятым, по налогу на профессиональный доход. На сегодняшний день очень большое количество якутян стали самозанятыми, что, несомненно, увеличивает как и благосостояние народа, так и самозанятость, так и занятость самого населения. Многие якутяне воспользовались возможностью стать предпринимателем с помощью социального контракта. Какие виды деятельности чаще всего выбирают участники этой программы? По итогам 2021 года было заключено порядка 1000 социальных контрактов. Якутяне выбирали такие виды деятельности, как изготовление тортов, как парикмахерские услуги. На самом-то деле эта программа позволяет не только создавать свой бизнес, но еще и выдается финансовая помощь в размере 250 тысяч и до 30 тысяч выдается на обучение предпринимателей по любым программам. Конечно, это очень сильное подспорье для того, чтобы человек, который никогда не занимался предпринимательством, смог туда войти и организовать свое дело. Предпринимательских направлений, конечно, очень много. Вот так, чтобы говорить, что какое-то одно очень сильно выбирают наши якутяне, это не так. Выбирают все направления. С какими проблемами к вам обращаются предприниматели и как вы оказываете им помощь? По итогам 2021 года ко мне обратилось около 600 предпринимателей. Из них, конечно, поднимались вопросы по проверочным мероприятиям, по административному давлению на бизнес, по земельно-имущественным отношениям очень большое количество обращений. Также обращаются ко мне предприниматели с проблемами, которые касаются действия отдельных чиновников государственного или муниципального уровня. Я со своим аппаратом проверяю все обращения на обоснованность. Если есть
проблемы, которые можно отнести к системным, то работа ведется совершенно в отдельном направлении, а также может работа вестись совместно с общественными помощниками и с бизнес-объединениями. И основная задача, которую мы себе ставим, это, конечно, решение и улучшение жизни наших предпринимателей, условий их деятельности. Якутия вошла в число 30 субъектов Российской Федерации, где начнется внедрение регионального инвестиционного стандарта. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Региональный инвестиционный стандарт – это свод правил, который призван стимулировать инвестиционную привлекательность региона. Так, наш регион в прошлом году вошел в десятку по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов. Но, тем не менее, сейчас Агентство стратегических инициатив запускает новый инвестиционный стандарт. Он в прошлом году был апробирован в нескольких регионах, а в этом году Якутия будет участвовать в этом проекте. Что подразумевает? Подразумевает улучшение работы региональных властей в части определенных критериев работы с предпринимателями, с инвесторами. Это будет, во-первых, и улучшение разрешительных практик, сроков разрешительных практик, оценивание регионального законодательства на предмет того, соответствует уровню инвестиционной привлекательности или нет. Также это будет работа, связанная с улучшением административного давления на бизнес. Со стороны бизнес-сообщества, в том числе деловой России, которая является координатором мониторинга по Российской Федерации, будет проделана работа, как я уже сказала, по мониторингу внедрения стандарта и подтверждения, так и по улучшению, оцениванию регионального законодательства на предмет деятельности, которая регулирует инвестиционную деятельность. И, конечно, мы очень надеемся, что внедрение регионального стандарта поможет не только в части задач, которые поставлены федеральным центром, но и еще действительно улучшит условия ведения бизнеса, в том числе сопровождения инвестиций. Альбина Егоровна, спасибо вам большое за подключение и за нашу беседу. Всего доброго и до новых встреч в эфире.